Открывая заседание, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил, что в республике растут умные дети, однако у них не было площадки для разностороннего развития. Засилье сетей, засилье информационных всяких ситуаций, они ушли немножко в эту ситуацию. И вот я думаю, что Сергей Владимирович правильно вот это вот решение и создание этого движения. Мы должны вот этот крен, который ушел в социальные сети, потому что ничего доброго там нет. У нас умные дети, они хорошие дети, но не было площадки. Мы сейчас с марта запустим IT-академию, и вот эти ребята, там не обязательно высшее образование, там тест прошел ты, и можно идти и работать. Там еще 3 этапа образования, обсерватор, и дальше можно идти. Поэтому мы должны к этому относиться очень серьезно. У нас те упущения, которые есть, они должны быть обозначены. То есть надо анализ сделать. Вот, понятно, вот просто движение – это движение. Но надо продумать, какие формы и методы, какой алгоритм выбрать нам. Это государственная задача. Общероссийское государственное движение вперед. Вы должны это осознать. Сперва изучите нормативную базу этого движения, чтобы понимать предмет вашей части работы. Встречи ради встреч не проводите, вникните в это. Концепцию, каждое по ведомству разработать концепцию. Сперва для того, чтобы предмет надо изучить. Большое внимание на заседании было уделено развитию патриотизма среди детей и молодежи. Руководитель субъекта подчеркнул важность этой темы в контексте сегодняшней повестки. В части воспитательной работы у нас мало используются дома культуры. У нас девочки там охотно идут, что-то. А мальчишки, значит, надо, понятно, что спортом, понятно. Но как сделать, чтобы какие-то конкурсы, чтобы и мальчишек туда завлечь? Очень важны поисковые отряды. Я думаю, и строительные. Надо возобновить доброе, забытое, старое. Такая же красота была. Это должно объединять, а там должно быть взаимодействие. Это должно сплачивать. Они должны понимать, что такое Родина, Россия. Это продуманная, очень правильная ситуация, чтобы в орбиту вернуть детей от 6 до 18, а последующим уже как наставники. Это сплачивает, коммуницирует. Самое главное, нам вернуть патриотизм, консолидация и понимание, что у нас Родина одна, Россия. На заседании Координационного совета также выступила с докладом руководитель регионального отделения движения первых Марина Албогачиева. По итогам всероссийского мониторинга результаты у республики высокие. В рейтинговой системе Ингушетия находится на первой строчке. Количество регистраций превысило 15 тысяч человек, из них 1090 – наставники. Проведены также мероприятия, как семейная спортивная команда, где более 600 человек, а именно дети со своими родителями, приняли участие в различных спортивных состязаниях, целью которого было вовлечение детей и молодежи, а также членов их семей в систематические занятия физкультурой и спортом. Проведен слет наставников, где для более 200 наставников были созданы условия для профессионального общения и обмена опытом, а также раскрытия их творческого потенциала. Организована и проведена экологическая акция «Береги планету», где более 500 человек приняли участие в уборке территорий. Также на сегодняшний день идет активная подготовка к проведению спортивного фестиваля «Спорт первых», направленный на укрепление здоровья подрастающего поколения. В ходе встречи подняли вопрос трудоустройства несовершеннолетних. Махмуд Али Калиматов поручил профильным ведомствам изучить, на каких предприятиях смогут работать подростки. Также он отметил необходимость пересмотреть направление деятельности Комитета по делам молодежи. Диана Дударова, Хусейн Гагиев, Рахман Цуров. Новости 24. Выборы президента России в 2024 году могут пройти в течение нескольких дней. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. С ее слов, практика по введению многодневного голосования знакома россиянам. Она была введена еще при пандемии в 2020 году. В тот же период придумали и бесконтактное информирование граждан.